Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Если честно сказать, я сегодня не планировал сесть за этот микрофон и поговорить с вами насущном, но, к сожалению, вот повод дали сами ингуши. И я хочу вам сегодня э, рассказать некоторые моменты философии ингушской орали. Знаете, мы очень часто в жизни сталкиваемся с такими моментами, когда вот бывает человек, э, сам он не придерживается вот этих моральных этих устоев, сам он самый последний может быть человек, но вот так бывает толкает речь, вот этот, если послушать вот этого человека, послушать, он самый, я не знаю, кристально чистый человек и самый моральный, сам авторитет, моральный авторитет, а на деле бывает подлая скотина. Мне очень трудно сейчас говорить, потому что я вам хочу, я бы не стал показывать вам эти фотографии, вот эти социальных сетей, ничего не надо. И просто хочу рассказать, вот перед вами Танзила Чабиева, и вот этот, она пришла на канал России культуры, и там рассказывает про ингушские обычаи, ингушские традиции. Вы видите внешний вид этой дамочки? Вы потом поймете, что я хочу сказать. Она может одеваться, как она хочет, она имеет на это полное право. Потому что если дома разрешает, муж разрешает, мы никто. Дело не в этом. Она чья-то дочь, она чья-то мать, она чья-то сестра. Неважно, она ингушка, она чеченка. Неважно, и вот мы не можем, вот, понимаете, когда ты порядочный человек, ты не можешь опускаться до уровня этих людишек, и вот это, нам что, сказать нечего, нам что, делать нечего. Вот затем мне нужно на этот телеканал России идти, и там искать эту Танзилу Чабиеву, и благо где-то пишет человек, для меня культура канал очень важный, потому что я там очень много черпаю, очень интересный канал сам по себе. И вот я знал, что там она выступала, честное слово, и раньше я это видел, мое первое впечатление от Танзила Чабиева, это не сейчас, это я раньше, после его знаменитых высказываний, вот это у Амина Папархиева на его подкасте «Вайкаст», я знаком этой девушкой еще раньше. Очень много его лекций прослушивал. Вот они решили позавчера выкатить как это называется, ингушские народные энциклопедии, решила выпустить, вот вы всегда придираетесь к нашей Танзиле Чабие, она наша любимая этнолог, мы решили отомстить поставили фотографию какой-то русской проституткой, и модельные и сказали, это ваша, вы все чеченцы заступаете за это Марьям из Карачаева, вот это она, и главное, фото Марьям, и насчет Марьям я не сомневаюсь, вот я сомневаюсь насчет вот этой вашей любимой Танзилки Чабиевой. Ну, ничего личного, никаких личных вот это. Просто вы позавчера выкатили вот этот я-то знаю, Дозор, я за вами слежу, товарищ ингуши. Я на всех на ваших сайтах, я все знаю. И
И благо вы сами вот выкатили и вот решили нас уколоть чеченцев. Смотрите, вы заступаете за это Ариам, она не такая. Мы какой-то русская модельная внешность, девушка какая-то блондинка, какие-то короткие волосы, какие-то мини, вот как это Танзил, мини туфли она одела, и мини-рок, вот эта мини-юбочка, и вот это для вас, и вот это, главное дали на это ссылку, на это модельное агентство. Вы знаете, отдель. Вот главное, даже, я не знаю, фотомонтаж, что угодно можно делать. Но вы решили вот так по-грубому в нас в это пройтись. И вот этот решили открыть сенсацию. А я никуда не хожу, ничего не придумал. Вот просто я открыл, развил культуру. Она пришла вот это какой-то итальянец, по-моему, там раньше это был. А он любитель брать интервью вот эту с Чебиева почему-то. Вот видите, внешний вид вашей оральной принцессы. А потом, это еще ничего, вот ссылку сделали, прибежали все эти ингуши, вот все эти Танзил Чабиев, Амин Пархиев, Руслан Далгиев, Лейла Гагиева, Танзила Чабиева, Танзила Заур, все вот этот русский Бузуртана, вот вы сидите на этом вашем ингушском родном энциклопедии и сочиняете, вот искать. Потом прибежали все, вы прибежали туда, и какие вы грязные комментарии. Что вы тут только, вот вам самим не было стыдно, самим не было противно все это писать? И зная, что это не это, у Марьям видели лицо, какой овал лица у Марьям, круглый овал лица. Это одел костлявая, худощавая модель, вот решили сравнить с Марьям. Вот это, вот вам ваша Танзила. Я просто извиняюсь, конечно, это некрасиво. Вот многие мужчины, скорее всего, сейчас захотели бы оказаться на место вот этого ведущего, чтобы посмотреть, что прикрывает эти ажурные колготки. Вот так, понимаете, ваша ингушская мораль. Вы хотите, вы оральные люди, вы кристально чистые люди, вы, я не знаю, благодетель чистоты, и вот старается, вот повода, без повода, вот кто вас, вот зачем это делать, зачем это делать? В любом случае, здесь это Марьям, не чеченка, не ингушка, она же кавказская девушка, она же мусульманка, тоже чья-то сестра. Матерь она не может, но чья-то сестра, чья-то дочь. И вам самим не стыдно, зная, что она мусульманка, вот так поставить фотографию какой-то проституткой, которая все это тухли, вот она тоже Танзила Чабиева, это тоже такие же тухли одета. Она тоже мини, вот смотрите, вот этот вид, вот эта модель, вот для вас была вот это, вау, вот вы, вот сейчас послушаем, посмотрим, что она хочет нам сказать. Вот из-за такой вида, вот это Ариам, вы все прискакали, даже это не вид Мариам, это вы просто взяли какие-то левые фотографии и сказали, что это Ариам. Вам главное не подтверждение, а вам главное под этой фотографией это писать всякие эти гадости. Вот это вам нужна была, вот отдушина. И вы все прибежали. В том числе, я уверен, что Танзил Саби там сидит, этот Руслан Долгиев там сидит, это Амин Парчиев там сидит, это, вот вы это все это русский Бузуртан, вот вы сидите в этих интернетах, вот только вы состоянием все вот этот Магомед Албагатиев, Мага, русский, Танзилочки, вот вы все вот это творя. Потом, когда мы вам отвечаем, вам это не нравится, вы зеваете нас
орали. Вы самые аморальные люди. Я не говорю про ингушский народ, вот про этих людей, вашу элиту. Вот, вот такой, не может такое быть ингушская культура, такая бедная, что она не может приличных людей, элита. Вот тут отброд, отбросы, вот это общество, мусор, вот это общество, вот у вас элита, и вы, это не конкретно, значит, именно вот это общем, картина общая. Когда художник рисует картину, он же анекдоточно, он представляет общую картину. Точно так же я, у меня вот все, что вы творите, это знаете, когда это интервью снят? Это не сейчас, это раньше. Вот она даже тогда, у нее в голове, что должно быть у молодой девушки в голове, вот так она уверена в себе, уверенно толкает речь. Это какая-то мне, я смотрю на нее, кажется, какая-то высокомерная. Может, ей кажется, она очень красивая девушка, и вот она, вот этот какой-то элемент, какой-то непонятный, непонятно, честное слово. А нельзя быть скромной такой милой девушкой? Почему вы должны быть стервами? Вот я имею в виду Леля Гагиева, вот всякие, вот этот Танзила Дзаур, вообще стереозный характер какой-то, вот это недовольный виде у вас, у всех. И вы толкаете нам, чеченцам, морал, хотите нас поставить на место. Сперва откройте эти зеркала, посмотрите на себя, на свое поведение. Сперва разберитесь этом орали у себя, а потом смотрите по сторонам. Я сижу, слушаю, вот она рассказывает, свадебная, сказала, вот в войнах у мусульман какие должны быть традиции свадебные. Мужчина не должен касаться невесты. Это какой-то, это же, даже во многих народах, почему они, когда выходят замуж, одевают белое платье? Потому что, потому что это чистота, это действенность, это не должно быть там такие, вот это вот, у меня уши, вот это, волосы дыбом стали, и что она, вот, это свадебный обряд, какая-то иголка натыкают, кто-то засовывает пазуху для невест, как это? Кто может дотронуться до невесты? Вот, больше жених какие-то платок завязывают, какие-то серебряные монеты туда за пазуху. Свадебный халат мне понравился. Она сказала, разве это традиция, разве это обычай? Вот вы тикетите вот этим непонятно. Вот она сидит, она вот, почему они вот так придумывают? Вот свадьба как это? Это же очень просто кавказская свадьба, тем более войнахская свадьба. У нас сейчас очень просто соблюдаем какие-то вот рамки. Она из отцовского дома выходит, сажается в машину, ее сопровождает родственники. Она приходит на свадьбу, становится угол. Это у вас тоже было это? Почему у вас сейчас поменяют? Вы меняете по ходу, меняете свои эти свадебные обычаи, свадебные традиции. И вот то, что она рассказала, я вообще, там, она еще рассказывала там много чего. И вот это ваше, вот это, представляете, вот даже это Марьям из Карачая, вот так бы, вот она Танзила же одел, вот она тоже не покрыта головой, прическа у него точно такая же, где они решили раскрыть истинную сущность этой молодой девушки, и чтобы оскорбить наш чечен, оскорбить карачаются, и вот в любом случае чья-то дочь, она мусульманка, она, вот это для них было. Вот ваша сенсация, вот вы 2 дня назад вот такие фотографии русской модели поставили и сказали, что это Ариам. Смотрите на ваши Танзилу Чабиев. Слушаем дальше, двигаемся дальше, слушаем, что они будут сейчас говорить.
О стороне жениха, как правило, родители спрашивают у дочери, согласна ли она, или, может быть, у нее есть какие-то другие варианты. Как только будет окончательно дан ответ, сторона жениха приезжает, и уже происходит официальное, так сказать, сватовство. Начинается оно с того, что они привозят с собой барашка, значит, какие-то продукты, допустим, там что-то из сладостей, накрывается стол, и они действительно заключают такое вот соглашение между стороной жениха и стороной невесты. Назначается дата официальной свадьбы, но чаще всего назначает сторона жениха. В это время невеста считается засватанной. То есть ее ни в коем случае не может прийти другой молодой человек засватать. Если в случае, если в это время украдут, то чуть ли не объявление кровной мести. И что дальше тогда? Дальше происходит то, что раньше, если невеста, допустим, была украдена, и ее не могли ее родственники найти в течение суток, ее автоматически, можно так выразиться, оставляли уже там, поскольку она считалась уже, ну так сказать, уже официальной женой этого молодого человека. То есть ее не возвращали, даже если она была против. Но в настоящее время у нас в республике бытует все-таки ислам как религиозный фактор. И, конечно, муфтият против такого рода дела. Поэтому все-таки невесту возвращают в дом, ее отчий дом. И жених сам подходит и говорит, что он обещает ей горы золота кавказские, и чтобы ей было трудно отказать. Да, нередко действительно девушка соглашается. Но ее украдут только если она откажет? Допустим, семья малоимущая, то есть нет средств для того, чтобы обеспечить свадьбу. А свадьба кавказская — это такое явление пышное очень и требующая огромных затрат. В таком случае она просто дает молодому человеку знак, что она готова. Классическая кавказская свадьба — это нечетко регламентированное число гостей, то есть как, допустим, в европейской свадьбе. Здесь невозможно рассчитать, сколько будет людей, поэтому растраты бывают огромные. Накрываются столы не только в доме жениха, но и в соседних домах, потому что людей очень много. Число гостей может колебаться от 300 до 1000 человек, в зависимости от того, насколько большая семья, да, и сколько ближайших родственников. Потому что две свадьбы играются: в доме невесты одна свадьба, и в доме жениха. Видели, да? Да, то, что мы видели, это был дом невесты. Потом забирают сторона жениха и привозят ее в дом жениха, соответственно. Вот как раз вот мы сейчас посмотрим. Давай. Весь род собрался в ожидании невесты. Приехали из ближних и дальних сел, городов, республик. Но прежде чем невесту отведут к любимому, его мать и женщины рода должны убедиться в умении новой хозяйки. Все должно пройти по традиции. Если мать мужа встречает медом, значит, она обещает счастливую жизнь. По традиции, будущая жена должна быть молчаливой и умелой. А здесь не присутствует семьи невесты? Нет. Нет совсем. Ну, расскажите, значит, вышла девушка из кортежа и вошла в дом. Значит, этот кортеж состоит, как правило, из нескольких машин. В одной машине присутствуют старейшины и мулла, который должен в последний момент, в последний раз спросить у девушки окончательного ее согласия на то, чтобы она стала женой жениха, значит, который, собственно, к ней сватался. В другой машине будет молодежь, и в данном случае особую роль там играет девушка и молодой человек. Они обязательно должны быть при родителях, то есть это не сироты, и молодой человек и девушка должны быть не женаты. Девушка в тот момент, когда
заходит в дом невесты, она должна провести следующую процедуру. Она берет за подол невесты, значит, вернее, подол невесты и прокалывает иголочку. Это вот то, что мы видели сейчас в ролике, символизирует несколько такой момент, чтобы ее не сглазили. Вот. И дополнение ко всему, обязательно ей за пазуху должны, так сказать, поместить платочек, беленький платочек, куда будет спрятана монетка серебряная. Это такой некий символический подарок со стороны будущего мужа, жениха. И, в общем, укладывать здесь в халатик в свадебный. И это те элементы, которые, те, значит, предметы, которые женщина, как правило, хранит в доме жениха на протяжении всей своей жизни. Несколько такой вот... Кто считает... Ну, вы сами слышали, видели прямую речь. Мы сейчас во всей красе покажем нашу принцессочку. Видите, туфли какие шикарные. Вот она, вот такая у нас. Как вам сказать, если честно, я в таком легком культурном шоке. Сейчас я постараюсь двинуть камеру, чтобы все было видно. Ой, это сложно, конечно, сложно. Просто надо уйти от этой. Давайте я вот так хотя бы. Нам главное, чтобы наша Танзила в кадре. Видите, камера страшно двигается. Она то в одну сторону, то в другую сторону. И очень сложно, конечно. У меня, я же, не диктор, я даже не блогер. Я писатель. Пишу для себя, не для всех. И мне вот сейчас хочется многое сказать, многие вам рассказать, но нет смысла говорить. Вот где-то она это, я в предыдущем ролике сказал, что вот она же в Азране училась, а не в Грозном, не в Москве. И вот что вот интересно, как вот они, она мозги промыли полностью, все промыто, это пропаганда, это она еще Алладаева, вот это она, и это 12 лет тому Азат она выступала, представляете? В 2013 году это она выступала, вот такая современная девушка. И потом вот этот вид Танзила Чабы, вот это ингушей, вот точно вид никак это, это мы не говорим. Вот чтобы оскорбить молодую девушку, вот она, сейчас она замуж, после сколько лет, вышла замуж, несколько детей имеет, муж имеет, и мы не можем вот говорить, потому что это тоже получается, я тоже вот так участвовал в этих грязных этих делах, даже я не знаю, мне очень сложно это говорить, потом вы говорите вот тоже. И вот такие дела. Я, конечно, хотел бы немножко остановиться. Вот зачем вот это? Вот они хотят оскорбить карачайские девушки Марьям. Вот этим видим. Вот лучше бы его Танзилу Чабиеву. Вот эта девушка, которая, я еще не хочу эту фотографию показывать, вот стрелки поставили и какую-то модель с модельным агентством, скулами, вот это, у Танзила Чабиева скулы, у Марьям же из Карачая же нет, у него овальное лицо, нет скул, вот это, и какой-то костлявый, знаете, что такое костлявый? Вот даже вот это, я смотрю на это, она не костлявая, сразу видно. Ножки какие-то худые, тонкие. Это, вы знаете, Адель, они не кушают, они вот очень, видно сразу модель.
И сразу это видно. И вот такой грубой фальшивкой, это просто это могли бы даже взять эту фотографию Марьям, что-то сделать, но нет, грубой фальшивкой, вот даже это называется насмехаться, просто насмехается. Это, знаете, даже они не утверждается хотя бы правдоподобно это сделать. От того, что вы поставили там ссылку, там и мужчины были, там и девушки были, какое-то отдельное агентство «Престиж» поставили ссылку, и когда ты туда заходишь, какие-то отделы, и что это? Это вы ингуши, это не инопланетяне, не они это делают, вы ингуши делаете. И вот для вас показалось, что вот такой вид этой девушки, Марьям, будет оскорбительный для чеченцев. Вот ваша Танзила Чабиева, точно такие. А почему я? У меня есть и другие фотографии, и другие видео. А вот это, и меня искал вид, вот это, который они фальшивку, вот это Арьям, вот это туфли, вот эти ножки, вот эта мини-юбка, вот эти прическа, волосы. Вот, оказывается, вы срисовали с Танзили Чабиева, срисовали вот этот образ вульгарной Марьям из Карачаева, мусульманки, девушки. Она еще не замужем. Если вот Танзила Чабиева не была бы замужем, я вот это тоже не показывал. А я просто вам показываю вашу Танзилочку. Так нельзя, дорогие мои, так нельзя. Надо немножко иметь, если ты мужчина, ты должен мужское достоинство какое-то. Если ты девушка, женщина, которая сидит за этим компьютером, вот и все это сочиняете, у вас женское достоинство должно быть иметь. Почему у меня, я не блогер, я даже никто, но вы знаете, вы боитесь меня. Вы страшно боитесь меня, у меня 500 подписчиков нет. Вы боитесь меня, трясетесь, потому что вы знаете, я очень много чего знаю. Вот вы боитесь, что я начну рассказывать то, что происходит в Европе. И я все расклад ваших вот это расскажу. Вот поэтому я сотни вас заблокирую. Да, конечно, упали просмотры. Любое мое видео сразу 1000 просмотров брало раньше. А сейчас они очень сложно. И 5000 было, и 17 тысяч у меня было. Просто я их много видео. И сейчас, конечно, вот, и как вам? Вот смотрите. Я это не придумал. Я это... философию вашей орали, хотя девушка пришла рассказывать про обычаи ингушские, и в каком виде она пришла. Ну хорошо, это телеканал «Россия и культура». Все равно мужчина напротив сидит. Она же не может себя контролировать этот час вот этого интервью. Вдруг раскроет свои ножки. И что мужчина напротив должен увидеть? Вот об этом, это ваша мораль. Вы не толкаете нам вашу мораль. Вы не толкаете, не показываете на нас пальцы. Сперва откройте это зеркала, посмотрите сперва на себя, на свое отражение, а потом говорите что-то в наш адрес. Вот контекст всего сейчас хочу убрать, не хочу. Это мадам вот так, некрасиво это. Ну как, вам нравится? Так некрасиво. Так некрасиво вести себя. Так не вот это ваш, если это не был бы ингушской народной энциклопедии, я бы так и не реагировал на вас. Так не реагировал. Еще есть. Вот последняя она на телевидении Ингушетии полоску одела, а вот это забыла пуговицы. Какой-то латики одела, весь это та девушка, точно такое же платье, другой фасон, она, чтобы не видеть вот эту нижнюю часть груди, вот она надела
футболочку. А это Танзил Чабил забила надеть футболку. И что? Что мы можем видеть? Тут, конечно, она немножко прикрыта. Вот так она, вот так, дорогие мои. Я ничего, вот многим кажется, даже мой знакомый кажется, постоянно он вот заступает за Танзил Чабис, ему кажется, что почему ты так не любишь этого девушку, я его знаю, поэтому я говорю, знаете, я не сегодня родился, мне не 21 лет, я давно смотрю телеканал «Культура», я почти 25-26 лет я смотрю, давно, я же жил в Санкт-Петербурге, а там мне нравится, там очень много про Лигу Ахиджаку, очень много, канал «Культурный» очень нравится, там вот эти спектакли, очень познавательно, но так как я писатель, пишущий человек, мне вот это близко, поэтому я это Танзил, когда написал, я не думал, что она ингушская, если честно, я не думал, Танзил Чабиева, может, осетинка, кабардинка, но я знал, вот, а сейчас, когда вот, через 10 лет, через 15 лет, когда вот она начала громко о себе заявлять, я просто, если я не знаком был бы этой личности, я о ней не говорил бы. Я сколько лекций ее посмотрел, я же давно за ней наблюдаю, я специально не снимаю. Вот она пошла оскорблять на чеченцев, новая каста. Это Арчиев, тот молодой революционер, так не мог оторвать глаза, вот это тоже они красивые. Девушка пришла красивая, а не может оторвать. Вот так восхищался ее каждым словом. Ты же интервьюер, ты же можешь ставить. Если хотя бы это, ну, понятно, Танзил, у него такой склад ума, она только может вот так говорить, так какой-то высокомерие, какой-то чванливость. Мы же не можем, мы разные люди, кто-то добрый, кто-то агрессивный, кто-то эгоистичный, кто-то, я не знаю, какие. Мы разные типы людей. И вот, скорее всего, вот так она... Наверное, была, потому что мать была депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской ССР, какая-то, она в детстве там представляет себя принцесса, я не знаю, какой-то вот это арсетизм, понятно. Вот она вот так, как будто бы, тут я не удивился бы, честное слово, тут вот в Европе я не удивился бы, вот девушка вот так красиво, она стильно одевается, мы же не можем это, стильно одевается, красивый вид у него. Но дело в том, что она просто вот она сейчас программа пришла, рассказывает про традиции ингушей, чуть-чуть голову можно красиво прикрыть, или, не знаю, длиннее юбочка, она просто, вы не думаете, что она короткая юбка пришла. Нет, эта юбка не доходит, чисто костюм, это деловой костюм, она не доходит до вот этих колен. Но это красиво, вот когда ты стоишь, это не вульгарно. Вот когда ты садишься, она идет назад, и кажется, что как вот если камеры, они же на телевидении разные камеры. Если бы был бы вот этот формат, вот это лицо-лицо, это другое дело, мы не видели бы. Но так как там еще стоит другая камера, которая все это со стороны показывает. И вот это мы видим такие прекрасные виды. И вот это вид вот этой Танзил Чабиева, вы не показываете, а показываете вот точно такая же русская девушка отдельно. Вот точно такой же короткой юбкой, такие же туфлями, такими же ножками, такой же прической девушки. И вы, вот это Марьям Карачаек, вот это она, это не мы, это как Руслан Бузуртанов, консультантом, там же Руслан Бузуртанов. Это не мы, это она сама поставила вот этот отдельно. Зачем Марьям, которая живет в Карачаево, в Москве где-то вставлять свои фотографии
одели. Она что, модель, вот она пришла вот это на подкаст, она рассказывает про лошадей, про пони. Она приехала в гости к своим чеченцам, и там в Грозном, и ее повели чеченские Итумкали, и там она видела башни, красивую башню, и она сфотографировалась. Вот это основание вот в ненависти ингушей до сих пор. Вы представляете? До сих пор они не могут ей простить этот фотографии на фоне чеченской башни. Она сказала, что это чеченские башни Итумкали. Вот результат. Сейчас снова я вот выступлю про эту танзилочку, и вы какую-то гадость потом снова вытянете. Это замкнутый круг, товарищи мужчины. Вы будете оскорблять нас, мы будем отвечать вам. И выигрывает кто? Ингуши? Нет. Чеченцы? Нет. Выигрывает кто? Наши враги. Наши, не ваши отцы, товарищи ингуши, наши чеченские отцы, прадеды, вот это честь вот вам, вы сейчас, вас даже вот это, как туалетная бумага с вами бы пользовались, это мы, за наше вот это, мы это все сделали, войнахский народу из вас сделали, мы свою честь, достоинство вам отдали, мы жили в одной семье войнахской. И это вот то, что мы 100 лет назад, 150 лет назад, этих войнах, это наша доблесть, это наша честь, это наши подвиги, вот вам тоже коснулись, потому что все другие народы нас считают одним народом. И вот это, и поэтому вы вот так себя ведете. Вам же легко оскорбить чеченцев, вам же легко оскорблять нас. Я поставил фотографию своей матери, которая в западных газетах она была. Вот я поставил под вашим ингушским. Я написал, просто это был вот этот сарказм, я его закрыл. Я написал, что это далеко в горах Ингушетии. И что? Как вам? Вам это не кажется, что там женщины плачут? Вам показалось, что да, это бедный ингушский народ. Вам показалось, что это 92 год? Нет, это был 99 год, когда началась война, и вот русские, вот это было убийство бедной женщины. И вот так у вас все. Даже я не знаю, вот вы знаете, о чем я хочу сказать, легко верьте всему, вот даже и вам, представляете, любой человек откроет, сразу видно, что это какая-то русская девушка, блондинка. Вот как это, вот это, потом вы все эти танзилочки, манзилочки, русланчики, алечки, приходите, и там это гадость, это маги, имеется в виду, обогативые. И вот приходите и все это пишете, все это, вы это начинаете писать грязные слова, а потом вот ваши последователи берут на вооружение и дальше. Она очень легко быть порядочным человеком. Не нужно составлять сделку с дьяволом. Вот как это легко. Почему вы знаете, какой-то вы хотите, вы сами такие аморальные, сами такие разложились, я не знаю, и вот хотите, чтобы вот все вот так. Нет. Нет, это на нашей славе, на наших подвигах. Сколько, вы знаете, 2 чеченских войны, сколько чеченцев. Вот страшно представить. Тотальное уничтожение. И вам это недостаточно. Вы сейчас, это русские успокоились, они успокоились, вы начали. Почему наши историки, вот этот Джахар Дудаев прискакал, и вот эти 2 войны наши историки не могут про свою Чечню, про свою вот это, у нас нет времени, потому что мы должны сейчас, вы начали с 2000 года, вот когда у нас война, вот это свою вот это
фальсификацию, и наши историки не успевают, вот, потому что эти войны, это, они все эмиграции были. И вот очень сложно нам вот сосредоточиться, потому что вы не оставляете нас в покое. Мы хотим про себя рассказывать, про своих чеченцев, про свои города, про свои горы, про свои башни, про свои обычаи, про свои традиции. Мы не хотим про вас постоянно говорить. Вот вы специально спровоцируете нас, спровоцируете. Потом вот я это сделаю, все, вы прибежите мне, угрожать мне будете. Это вы мне угрожаете. Вот этот Германия. Я-то знаю, кто ты такой. Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой? Это в какой-то 10 лет назад, 12 лет назад, в какой-то группе в WhatsApp сидел. В гейской группе в WhatsApp сидишь с этими ингушами, этим чеченцем. Вот это вы боитесь. Я знаю, кто тебе сказал, чтобы написал. Потому что я их всех закрыл. А я-то что, я узнаю, кто они такие. И вы, и своих знакомых в Германии, чтобы, главное, было написано в Германии, чтобы вы написали угрозу. Это два проститутки, вот тут в моем городе они живут, я знаю, кто они. И вот это, что вы не можете с этим человеком ответить? Да? Жалко, вот я не хочу связываться ни с полицией, ни с федеральной, ни европейской. Вот вас всех этих, вы боитесь, что его раскроете. Вот сидите вот в Таиланде, везде там ходите по этим злачным местам, вот в саунах, и потом вы пишете мне. Да? Если вы сами не были бы геями, проститутками, вы мне это не писали. Я делал очень простое заключение. Вот я человек, мне в голову не придет вот ингушу что-то там писать, если я не такой. Вот каждый человек же вот так. Вот ваше разложение, ваша аморальность, это на километре видно. И вы думаете, мы будем молчать, все вы хотите делать, все вы будете писать, все вы будете творить ваши эти дела. Вот вам ваш результат вашего плодотворного труда, товарищи ингуши. Вы решили оскорбить карачаевскую девушку, вот эта мини-юбка, это каблуками. Вот ваши каблуки, вот ваши мини-юбочки. Вот это... Точно такую же фотографию я вам показал, ваши танзилы Чапи. Радуйтесь. Это плод вашего умственного труда. Я это еще это пропустил бы, какой-то провокатор, какой-то гондон это сделал, но то, что потом, после вы прибежали все туда, вот это меня, я это не смог, я не смог уснуть, вот такие грязные комментарии. Это ингуши, это не инопланетяне, не французы, не итальянцы. Это вы, ингуши, это пишете. И как вам не стыдно? Как вам, вот, как вы можете потом ходить с семьей? Как я не могу представить это какое-то аморальное разложение. Вот я не хочу эту фотографию показывать, вот как вы это сделали. Давайте я вот это покажу и ссылку поставлю на какой-то Pornhub. И что? Разве это красиво? Я имею время до Нового года, все, я не хочу вас слышать, не хочу, я заблокирую все, что у меня есть. Вот не хочу вас слышать, не хочу вас видеть. Честное слово, когда ты зеваешь, вот когда я начинал, я же не говорил так, я просто сказал свое мнение, вы так на меня грубо ехали, я просто удивился, потом думаю, ну, понятно, человек не понял, может, он обиделся на что-то, может, что-то там, то, что я не знаю. И я, как пишущий человек, начал самокопание.
Я начал постоянно ролик выпускать. И, если честно, я сам, потом сам это, я сразу не могу, когда у меня свободное время, слушаю, я от начала до конца снова свой ролик смотрю, анализирую. Там, да, иногда очень резкие вещи там есть. И я это тоже, да, может обидеть, но не может до такой степени, до такой, вот это там есть и рациональное зерно, там есть правда, там есть вот человек придает, это не просто так сидит, оголтело что-то говорит. Это человек пытается что-то сказать. Мне кто-то вот так про чеченцев говорил бы, мне было бы стыдно. Потом я, знаешь, что сделал бы? Я бы вот про этих ингушей, вот если мы это не делаем, это ингуши так делают. Но вот по-другому, вот какой-то ингушской паре каждый божий день что-то говорит, хочет достучаться до кого-то. Я был бы ингуш, я его послушал бы. Некоторые вещи мне не нравятся. Да какие-то очень вот это. Но в конце концов я-то понял, что хочет человек сказать. Он мольба к ингушам остановиться. Пожалуйста, остановитесь. Не делайте эти пакости. Не делайте эти грязные дела. Это молит человек, просто молит других людей вот остановить. Он как этот итальянский, это у меня итальянский забастовка. Я каждый день про вас говорю, хотя я хочу поговорить и про чеченцев, и про другое, и про свою творческую деятельность. Но я про вас говорю, вас деваю. Остановитесь, дорогие мои, остановитесь. Это вам кажется, это безнаказанно. Вы можете творить все, что хотите. Все, что хотите, можете придумать. Все, что хотите, можете подделывать. Это путь никуда, дорогие мои, это никуда. Это не во благе ингушского народа. Это потом, эти люди накачаны, вот это ложью, это пропаганда, это безнравственность, безответственность. Потом их семьи будут рушиться. Они своих матерей, отцов будут посылать, как сейчас они посылают этих чеченцев на 3 известные буквы. Они, вот это об этом речь. Это моральность, она должна быть кодексом. Это кодекс, вот она пришла, это в российскую студию, рассказывает про кодекс чести ингушей. Это она начинала 13-15 лет тому назад, она вот так старалась. Вот. А сейчас она говорит по-другому. Она говорит, только ингуши самые-самые. Только ингуши имеют. Это у бедных гномов вы украли это уркас, как называется, как это, шлямблю. Украли у них, у гномов даже. Оставить, они же не могут за себя постоять, что это наш, в мультиках, это у гномов вот это, куркас, как вас называют, у гномов даже украли вот это. Оставьте эти животных в покое, оставьте эти чеченцев в покое, оставьте эти горы в покое, оставьте эти башни в покое, оставьте традиции, обычаи. Это не вам решать, это не ваша прерогатива. Это вам Господь Бог не дал такую аудиенцию. Вы ни при чем, вы не при делах, и тогда вы не были при делах. Сейчас вы не это при делах. Вы никто, вас звать никак. Вы какой-то малочисленный народ, таких в России есть 200 народов. Вы геройство, это сейчас хотите громко кричить на каждом этом заборе. Скромность, она украшает человека. Скромность, она украшает человека. Пожалуйста, остановитесь, товарищи мужчины, не сходите с ума. Остановитесь. То, что вы пишете, то, что вы говорите, то, что вы рассказываете, это аморально. Это не к лицу, не к ингушам, это не к лицу, вот вы своей аморальностью нашу честь одеваете. Это бесполезно, я буду, вот сейчас только вот, если я сяду, буду, может действительно мне стоит вот это целый день, 10 часов, 20 часов сесть вот так, настроиться на это. И пока вы вот не становитесь, так можно, по-моему, какой-то американский конгрессмен вот так сделал. Он говорил 20 часов, потому что
Так нельзя, так нельзя. От того, что вы нас оскорбляете, от того, что мы вам отвечаем. Вы несчастливы, счастье вам не прибавляется, нам, чеченцам, тоже от этого не радостно, не весело. Как мне скверно. Каждого ролика, как будто бы я падаю на это почти. Я страшно снова, вот как это изматывает. Вы что, хотите с ума свести нас всех? Вот это, какая у вас цель? Что вы преследуете? Вот хорошо, вы затем это во все вот все, что, я не знаю, не надо прикасаться своими грязными, продажными, это испорченным ко всему. Вот оставьте что-то действенное, оставьте какую-то чистоту, какую-то, вот оставьте, это, нельзя везде прикасываться, везде шляться, это гадить, это воздух. Я не знаю, пожалуйста, товарищ муж, что с вами? Вот я, вот, честное слово, я очень боялся, оказывается, вот это, какое-то провидение у меня было. Как-то я посмотрел фильм американский «Кассандра», это было начало 90-х, какие-то года, очень тяжелый фильм. Короче, в швейцарском городе на поезд сел какой-то больной человек, и весь поезд, оказывается, было, это тогда же не было, это COVID-19, таких, были чума, холера, но тут непонятная болезнь, он попал в больницу, потом, когда его исследовали, они поняли, что это непонятно, что это страшная вещь, она да, инфекционная, она может заразить всю планету, и Международный Красный Крест решил все этот поезд запечатать, никого туда не подпускать и этих людей уничтожить. И вот согласие дал Международный Красный Крест, и вот это они отправили этот поезд к Кассандру. Там, оказывается, на этом поезде был ветеран Второй мировой войны, еврей. И он вспомнил, что ребенком, как они везли их куда-то в концлагерь, и вот этот мост, это был мост, это Кассандра, это было место, где это огромный мост был, но огромно, страшно даже. И вот это, конечно, это мост в Швейцарии, но они сказали, что это в Польше, и вот туда, вот это существующий мост, и существующий вот это поселок, они направили это поезд, запечатан, весь сваркой они присваивали, все это было страшно, это люди были обречены на смерть. И вот это на поезде они едут, человек вспомнил, что это там, это моста нету, вот это нету. И вот это поселка сейчас не существует, это страшное место. Вот он сказал, и как люди спасались вот это, на этом поезде, оно на огромную скорость шло. Страшно это было, вот это. И вот это. Я потом под впечатлением вот этого фильма думаю, не дай бог вот такое какой-то зараза. Люди заболеют, и вот это. И вот у вас это какая-то непонятная зараза, международной классификации болезни это не существует. Может, это классификация психиатров, я не знаю, психологов, какая-то пострадовая травма у вас, какой-то непонятный вот это. И вы вот это. Мне очень нравится, как вы себе дерзкие, такие дерзкие вы. Молодцы, если честно, хлопают. Вот тут, знаете, задница голая, и вот индюк, да, вот, павлин, или как называют, вот так, мы такие, мы сякие. Вы к нам обращены, ты что, чеченцы, это никто, это мы, вы все народы Северного Кавказа, мы самые главные, мы центральный народ Кавказа. И кто вам сказал, что вы 50-50 километров? Как вы можете быть центральным народом? Вот это центральный Кавказ, это Ингушетия. Как это может быть? Может, она Северная Осетия, может, это Кабардино-Балкария. Вы не забывайте от Черного моря до Каспийского. Если вот линеечку вы возьмите, посмотрите, где ваши территории. Не может так быть, как эти
Уральские горы, вот это Европа с Азией. Понятие, вот это можно понять, это граница, типа, это Уральские горы. А вы же, им говорит, маленькая полосочка не может быть центральным Кавказом. Это понятие, а не границы, а понятие огромной территории. Может, Грузия центральный Кавказ, а может, кабардинцы центральный, карачаевцы, черкесы, потому что до Черного моря еще далеко там. Там Ставропольский край, там Краснодарский край, Республика Адыгея. И мне кажется, вот этот Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, это Центральный Кавказ. Вы к этому Центральному Кавказу никакого отношения не имеете. Но вы заявляете, вот полоска 50 километров, вот тонкая полосочка, и вот вы именно Центральный Кавказ, как лучи солнца. Вот бывает она, какой-то промежуток, она говорит, вот лучи падают на вас, поэтому это Центральный Кавказ. Это вот все ваш ложь. Ложь на ложе, вранье на вранье. Врушки заврались. Вот, ты сейчас вообще огонь у тебя, Танзилович, ты вообще себя не контролируешь? Себя не контролируешь? Вот, даже тогда, в 15 году, про этих тэпов ты красиво сказал. У чеченцев нету тэпов, у них только тукуми. Просто не по... А у вас, вы же в Грозном там сидели на этих скамейках, ой, у нас нету тэпов. Типа вы, чеченцы, колхозники, у вас тэпы, вот и всякие вот это, а у нас только рода, у нас только родовые башни, все. А сейчас они стали почему-то тэповы. Вот это Аздоева, Аздоева тэп и фамилия Аздоева. У нас такого нет. У нас нет Эрсиноевой, Эльстанджиевой, Агишбатоевой, у нас Шалиевой, Гудермесовой, Грозненские, Мартановские. У нас нету вот фамилий. У нас таких фамилий нет. У нас таких тэпов нет. У нас есть тэп Эльстанджи, село Эльстанджи, гора Эльстанджи и тэповая башня Эльстанджи. Село Агишбатой, тэп Агишбатой, гора Агишбатой и на нем башня. Это тэп Агишбатой. Село Эрсиной, тэп Эрсиной, гора Эрсиной и башня на нем Эрсиной. Это у нас вот так. Это у вас фамилия Аздоев и башня семейная. Это же как это сейчас вы строите двухэтажный, трехэтажный дом, а раньше вы строили, как все остальные народы, башни. Семья строит себе башню, никакого культурного, никакого исторического начала не имел. Просто когда в 1800-х годах, когда начала рисовываться картинка, что вы будете иметь свою идентичность, какой-то свой угол, благодаря вот этим стараниям ваших прадедов, и у вас зародилась вот такая, вот строить эти башни. Все остальные перестали, вы начали строить. Это вы. Потом, 600 лет у нас, 700 лет. Это мы Зурзуки, мы Глиговы. Хорошо, вы такие Глиговы, Гурдузуки. Хорошо, наследие покажите ваших вот этих великих ваших вот этих предков. Наследие. 40 населенных пунктов в городе, вот вся наследие. А Чечне сколько? Почти 350 тэпов. 400 населенных пунктов. Вот это. У вас же нет, даже у вас тэпов нет, у вас шахар. Сообщество, это было Царинское, Джерасское, Зрановское, еще какое-то еще. Вот это было сообщество. Чиян Галочкинский, по-моему. 4 сообщества и все. Галгальское сообщество, Джерасское сообщество, Азранское сообщество и Аринское сообщество. 4 сообществ. Ни тэпов, ни тукумов. И вы входили в состав. Многие говорят, что вы входили в состав нас, но мне кажется, нет. Потому что это вот
поведение ваше, это очень такое подозрительное поведение. Мне кажется, у нас в войнах, у нас в Кавказе даже такое очень сложно себе представить. Это какой-то аморальный, вот какой-то христиане вот так себе, где нет вот этих ориентиров, где не было вот этих четких вот этих адатских вот этих племенных вот это разграничений. Вот какой-то сброд бывает это монгольского ига или тамерланского ига, я не знаю какого ига. И вот этот сброд всех вот этих варварских племен. Вот и вот где-то вот там в горах, и Ангуш ваши, мы знаем по карте, где он находится. И вот такое странно. Просто чеченцы, скорее всего, это Советский Союз, вот так. Скорее всего, пропаганда Советского Союза, что мы утверждаем, что вы наши братья. Скорее всего, это не так, потому что что-то должно же быть война, что-то должно же быть, не знаю, мужское, там, Кавказ какой-то. Нет, даже, я молчу про чеченское, про войнавское, даже про кавказское это сложно. А то, что вы взяли у этих гномов Уркас и вот бегаете голышом вот этой статуи богини Тхушоли, я не знаю, это Хаба-Верди ваш, грузинская церковь, там грузины жили раньше, потом так получилось, что вы там пришли к ним. И вот это ваше достояние, Куркас у вас достояние, это кепка шлямбур этих гномов, и вот этот Тхаба-Верди, вот что-то непорядке у вас. Вот зачем эти чеченцы ходили поклон этим кабардинским князьям, чтобы вас пустить этих гор? Вот ничего не потеряли, честное слово. Оставить бы вас этими язычниками. Вот Кавказ бы ничего не потерял, тем более чеченцы. Честное слово, так мне кажется. Честное слово. Я снова, видишь, я не хочу сегодня, я не хочу про вас говорить, но приходится. Не приходится. Как нам быть? Как с вами общаться? На каком языке с вами говорить? Вот это я хотел бы знать. Не только у вас израильными, это колхозы были, школы. У нас тоже, мы тоже оканчивали высшее учебное заведение. Вот ты окончил Назранский этот сельский университет, вот ты всемирно, вот у тебя такое представление, что ты окончил Стэнфорд, ты окончила, я не знаю, Гарвард, вот как будто бы ты окончила Гарвард, и вот нас всех хочешь поставить по струнке. Вот то, что ты же не профессор, тебя очень далеко до этого, твои знания, это знания девятиклассника. Вот как ты, даже я, нету вот этой темы, даже не суть этих вещей, и то я, когда ты это открываешь свой рот, вот мне очень странно, очень какое-то непонятное ощущение, что ты врешь, что ты это придумаешь, что ты это, вот это кто-то тебе там на ушко это тебе шепчет, и как это? Как было бы прекрасно, когда я бы вот таком, не в этом тоне с тобой, вот знаете, какая хорошая девушка, молодец наша сестренка, Ингушка Танзил, вот тут, я хотя бы в таком тоне, гордиться тобой перед другими народами Кавказа, вы наши соседи, вы наши братья, мы исторически закреплены, нам от этого никуда не деться, вам хотелось бы быть грузинам, их братьям, как понять. Осетинам вы не можете, но к ним вы вот хотели бы найти других себе братьев, вот это было бы интересно. Вот точно так же в наших семьях вот так бы. Человек заболел, он ему не нужен, вот ищем здорового. Так не бывает, это твой крест, его надо нести достойно. Энергию надо, не негатив, а позитив нужно энергию направлять, стараться. Да, тебе это обидно, когда кто-то что-то говорит про тебя,
Ну вот я тоже, очень много обидных вещей, которые мне говорят, я это стиснув зубы, прохожу мимо это, стараюсь это не так впечатлять. Вот позитивно, ты встал бы позитивно, не только ты, вот эти другие бы поняли бы, что это так нельзя делать. Все хорошо, достаточно. Мы вот ты 12 лет ты вот так вещаешь. Это же нам всем чеченцам кажется, в 2018 году вот вы обиделись, и вот вы начали нам мстить. Нет, это в 2000 году, когда Вторая Чеченская война началась, вы вдруг почему-то подумали, что чеченцам конец, и вы решили в спешке все это себе присвоить. Конечно, не без помощи русских вот этих агентов, которые вам нашепчил, что нужно делать по-быстрому, пока все горячо, пока чеченцы очухаются, вы все себе перепишете, и потом вы будете великим народом. Чеченцы, скорее всего, уедут, все у них, мы их дома разрушим, все это, вот это, в руинах останется Чечня, им некогда будет с вами потом вот так. Но вы не учли одно, что это мы не ингуши, мы чеченцы. Вот это вы не учли, что мы придем в себя и вам покажем. Можно говорить все, что угодно, конечно, о чем угодно, но я, честно слово, мне стыдно за вас, честно слово, стыдно. Позор вам, позор. Нельзя вот так себя вести, нельзя вот так, вот, если это был бы какой-то непонятно кто, вот, какой-то вы народной энциклопедии ингушской, вот вы там, вот кто-то из вас там придумал вот эту фотографию какой-то русской девушки, сказать, что это Карачаевка, это мусульманка, это любительница чеченца. Нет, она не любительница чеченца, она любительница прав, она искренний человек, она знает, где ложь. Вот вы, мужики, вам не стыдно бегать за этой девушкой? И вот это, вот потому что вы прячетесь за этим компьютером, за этими логинами, как вы мне пишете эти гадости. Точно так же пишете эти девушки. Это вас, вы утверждаете, это ваше эго. Вы же не можете, как мужики, себя показать. Не можете. Прикрыть даже этим подонкам рты. Вы не можете. У вас мужества, смелости нет. Как не было смелости у ваших отцов, дедов, прадедов. Вы молчали, вы стелочки. Сейчас на заборе вот стали и кричите на весь мир, что мы ингуши, заметьте нас. Зря вы добываетесь. Вот так не бывает. Так не бывает. Никто вам не верит. Никто вам не верит. Я тоже, я общался с вами, дорогие мужчины. Я знал, кто вы такие. С самого начала знал. Из-за того, что у меня был в школе друг ингуш, вот я, вот из-за этого порядочного парня я сделал вам скидочку. И как вы повели, тварь. Вот. Я его заблокировал, представляешь, нужно было оставить его, конечно. Вот этот мой знакомый парень, он не ингуш, но он говорит, сейчас я чеченцем приехал в Европу, сдался, он был чеченцем, потом, как этот оборотень, получил паспорт, все, он вдруг вспомнил, что у него мать ингушка, вспомнил, что вот это, вот то, хорошо. Мать, как у евреев у вас, по материнской линии, скорее всего. У вас национальность определяется, мать Евлоева, значит, ты Аслан Егавлуй. Ты непорядочным человеком был с самого начала. Вот я знал это. Вот ты доказал, просто показал. И ты, и твой друг чеченец, который... Вы знаете, как про вас я сказал. Два гондона. Вот это я сказал. Я был прав. Этот твой друг чеченец сперва к своему другу любовнику Казахстане сказал, ну напиши под этим комментарием, вот это он написал. Я что, сразу твоим вашим ингушам сказал, вот знакомым, что вот это они. А он не поверил, он говорит, нет, как это мой? Я говорю, да, это наши общие знакомые это пишут. А потом сейчас
вы потом сами открыли поддельную вот страницу, и ты решил, типа, ты с Голландии, и мне написал, что я не знал, что ты сдался в Голландии, что ты там жил. Это я, что мы такие глупые, мы такие несмышленыши, не можем 1-2 поставить вот это, а потом это тебя я прикрыл. Потом это ты спустил свою собачку, свою любовницу эту пустил. Ее тоже я конторку прикрыл. Потом у вас все закрыто, и давай, и своим бывшим своим вот, увлекались там постели. Вот это мы Германия вот это. Вот поэтому вы трясетесь, боитесь, что я открою рот. Я нет, мне пофиг, вы знаете, это ваша личная жизнь, это ваши дела. Я к вам никакого отношения не имею. И мне вы не касаетесь, мне за вас сердце, душа не болит. Так что успокойтесь, оставьте меня в покое. Не вот гадость сделан, гад, напишем это слово. А вы сперва про себя. Откройте зеркало, как я им говорю преимущественно. Вот свою шлем. Я 20 чем-то лет живу тут, я знаю каждый ваш шаг. Чем вы занимаетесь? Если вы были бы порядочными людьми, кристально чистыми, вот тогда вы имели право что-то сказать про других людей. Вы сами же продали за деньги там даже, за деньги, чтобы деньги заработать. После работы ходили эти, и за деньги продавались. И мужикам, и женщинам. Вот это вы боитесь, поэтому вы трясетесь. Я не буду об этом, мне пофиг, кто вы такие. Чем вы заняты. Поэтому это европейские мужчины, успокойтесь вы тоже. Не пишите эти гадости. Потому что потом вам, вот как вот это раскроет, у вас раскроет. Ваши действия раскроет. Эти чеченцев оставьте в покое. Почему вы все мужчины прилипли этим чеченцам в Европе? Это наши друзья, это наши друзья. Потом ходите там, вот это Турции, куда-то путешествуете. Странно, да? Мы что, не можем думать? Мы что, не можем понять, чем вы заняты? Какие у вас дружбы, какие у вас отношения? Это мы, если бы 30 лет назад, когда не было интернета, ничего, тогда мы так и думали. А сейчас нет. Мы тоже грамотные люди. Мы тоже в школах учились. Мы тоже жизнь повидали. Я тем более. Вот, и вот вы мне пытаетесь, вот, это нет, не стоит. Гроша моего увольнения вы не стоит. Моего мизинца вы не стоит. Я вам не представил сейчас такой-такой. Вы знали, кто я такой. Писать вот это, вы знаете. Подхалимся, это некрасиво. Это, ой, зачем ты так пишешь, зачем ты это? Оставьте меня в покое. Вот это. Ваши подлости, ваши вот это. Как я был прав, как я знаю людей. Мой посыл, мой призыв. Я с Нового года все, я хочу заняться писательской деятельностью. Мне не будет до вас дела. Вот надо, не знаю я, прикрыть свои рты грязно, прикрыть свои вот. Сперва посмотрите за собой, за своих хвосты, а потом пишите чужим людям вот что-то вот такое. Вы что, когда вот человек именно, Анжела, вот это пишет, что я не могу понять, кто такой. Мое ваше счастье, что я добрый человек, что я порядочный человек, что я сразу не попью. Когда ты начал вот это делать, быстро раскрою вам, очень быстро, очень быстро. Вот вас сразу журили мозговые улицы, то с телефоном, то с лаптопом, как это. Потом, когда полицейская машина там стала, вы исчезли сразу. Вы начали других, вот такие.
Как появилась полицейская машина, сразу исчез. Вас очень быстро прикроют, очень быстро. Был случай тоже в нашем городе, это был разборка, они напали на парня, представляешь, чтобы деньги, хотели видео снять, и комплектирующего, что-то такое. И они три взрослых человека, один зашел в гости, посидел, он там, оказывается, открыл дверь, кто-то там постучал, это парень не знал, что есть у него сообщник, оказывается, был сообщник. Их было трое. И вот он открыл, он сразу, один с кулаком сразу ударил, он потерял почти сознание, его хотели повалить, там, я не знаю, что с ним хотели делать, за руки обвязать их, видео снять, комплектируешь. И вот это. И он, хорошо, что он нашел силу, вот это, там, конечно, окна, дребезги, все вот в квартире страшно случилось. И вот, и они его не смогли ничего сделать, решили убежать. Они бегут своей машиной, куда-то где-то там поставили машину. И мимо проходит женщина. Она сразу, вот видите, там я тоже прохожу мимо, бегут люди, это нам, Бог вот решил их наказать. И она записала номер вот этой машины, и когда она мимо проходила, увидела, что там полиция пришла, люди пришли, и она этот номер отдала полиции. Представляете, они придумали вот такую аферу, что они их не поймают никогда, вот это. И очень быстро. В течение 15 минут их нашли. После этого 15 минут не прошло. Вот что, везде, тут везде камень, везде все. И думайте, и скрытный, и не скрытный. Как это? Я живу в центре города, в самом, вот таком сказать, районе. Быстро вы исчезли, быстро исчезли. Вот я не хочу ваш жены, скорее всего, есть. И вы, имея семью, ходите налево, женщинам понятно, мужикам ходите. Вот потом что было? Полиция провела расследование, нашла частицы биоматериала, это послужило сам он, человек, послужило суд. Вот, они потом катят, потом они, мы будем мстить тебя, вот это. Вот так это. Вот так это. Вот зачем вам вот это? Вот я своим, это не всем, это своим знакомым, которые меня знают, и знают, где я проживаю, знают, где я работаю, и вот хотят вот со всех сторон, вот это уже давно уже отдали меня имущам, продали, и вот я, думаю, испугаюсь. Это вы... проститутки где-то ходили. Я под этими бомбами Чечни, я прошел 2 войны кровопролитные. Я чудом остался живой. И я не боюсь ни вас. И не боюсь, мне это не надо. Я был бы блогер, это одно дело. Я же не блогер, я пишу человек, просто вы заставили меня комментировать. Я вам давно говорю, я хочу своим творчеством заниматься. Это очень утомительный труд. Это пусть молодые, пусть ставные голоса. Вот это у меня сложно говорить. Мне очень сложно. Вот я начну что-то, у меня острый язык, но я не могу. Вот я останавливаюсь. Не потому, что я заикался, а потому, что я не могу дальше говорить. Вот потом если начну говорить, я скажу неприятное слово. Это так вот человек пишет, вот так раз. Вот он сказал он может сказать Б, С, Д, вот он может без конца говорить. И поэтому, что вот этого без конца не было вот этих проколов, я же одним дублем снимаю, я просто лайв это вещаю. Я не могу вот знать, поэтому я иногда останавливаюсь, вам кажется, я сперва научись говорить. Я очень хорошо могу говорить. Это я просто придерживаю себя. Я говорю, знаешь, что мысль какой-то сейчас, если буду в этом русле говорить, моя мысль придет вот такому, вот этому умозаключению. Я себя останавливаю. Конечно, это я же
Это не для славы тут сижу, не для понтов, не для высокомерия. Я просто как человек решил достучаться до ингушей. Я сказал, если один приличный я найду на вашей территории, хоть одного приличного ингуша, я больше не буду об этом. Хоть одного. Я прекращу свою эту деятельность. Нет, вы не находите. Единственный, вот это пару дней тому назад, это был ролик про этого поступка ингуша, который в Китае, вот, в каком городе это был? Не Харбин, вот, Шанхай. Он там жил, по-моему, учился, я не знаю. И вот он, вот спортсмен ингуш, зовут его Муслим Янди, по-моему. И вот он поступок, вот это поступок, и как вы, ингуши, как это вас озлоблено, как он смел чеченцам такое уважение показать. И вы начали его писать там всякие. Хорошо, что я не увидел. Вот это история Башлам Чамаева сказал, я не успел убирать вот эти комментарии, вот этих ингушей, вместо того, чтобы война сказала, что вот, нет, вы гадость, пакость, какие вы противные люди. Поэтому вот такой тон с вами. Если даже в семье, вот бывает, семья не без уродов, не без урода. И вот даже в семье, может быть, даже брат такой. И очень сложно это. И поэтому это критика, это нужно относиться к критике здорово, понять, что, где мы не так, где мы упущения у нас. И вот стремиться к совершенству. Вот вы совершенство вот для комментариев, для вот подкастов, для вот этого выступления вы стремитесь к совершенству. Это для внешнего вида, чтобы картинка красивая была. А нельзя просто внутри быть совершенным. Нельзя. Просто это очень, очень просто придерживаться просто своих обычаев, традиций, которые вы говорите, что у вас есть. Если у вас нет, то мы поймем. Это наше упущение. Вы же 65 лет с нами жили. Это вы от нас вот это свободное плавание ушли. И мы вам такое в голову не долбили, и мы вам... У нас нет этих традиций, нет у нас таких обычаев, как у вас. И как нам быть, товарищи мужчины? И как нам быть? Если бы были бы другим народом, это нас не касалось бы, мы бы молчали бы. Но вы чистите с вайнахским народом, вы чистите с мусульманами, нужно придерживаться вот этих рам. Нет. О май гаш, я сейчас начну, скорее всего, и не закончу. Вот даже не хочу сейчас, думаю, стоит ли этот ролик обратно ставить. Вот я же не могу целыми днями снимать и не выставлять. Ну как это, камон? Так нельзя, так нельзя. Вот вы хотели оскорбить эту девушку. Ну что, девушка одевает туфли с каблуком, без каблука. Ну это же, она же не в купальнике была, она же не была вот это вульгарно одета. Просто вот я вам показал вот точно эту фотографию, которую вы хотели оскорбить там Арьяме Скорочаеву. Вот тоже я вам показал внешний вид вот этой девушки. Ну, конечно, она когда стала, это другой у него был, я же не могу вот это, как вы подделываете. У него внешний вид очень, как бизнес-вумен, вот такой консервативный вид, вот она черное одела, это консервативный стиль у него. Но, да, это четко, как-то молодая девушка, четко подчеркивающая. Ну, когда ты садишься, ты в студии, там везде стоят камеры, ты же должна тоже это понять. Вот такое. Ох, вы как я устал от вас, товарищ. Как мне сейчас весь мой день испортился. Вот я начал про вас говорить, все. День испорчен, можно сказать. Я высказал все, что я мог. Сказал вам все, что есть.
Бог вам судья. Вот. Я буду вас сторониться, просто не надо возбуждаться, не надо эмоционально. Вот эти, зачем вы нужны? Не нужны. Кому вы нужны, кроме нас, чеченцев? Как бы вы ни хотели, вот, да, поменяйте свою религию, поменяйте свой вот этот язык, тогда да, вы будете самостоятельным народом, самодостаточным народом. А так, прошлое есть, настоящее, будущее тоже. Поэтому вы не можете просто так от прошлого отказаться и вот это жить в настоящем времени. Вот на настоящее вы 30 лет вашей этой государственности. Я даже боюсь подумать, что было бы, если вы вот так жили отдельно, вот вы зависли на нас тоже, чеченцы, смотрели бы, и вот бывает, что-то хочет украсть человек, что-то хочет присвоить себе, вот так, и прикидываться хорошенькими, добрыми, богобоязными мусульманами, но это прикрытие. А сейчас сижу и думаю, что пошло не так с вами? Где вы, в каком повороте вы свернули не на ту дорожку? Как вас занесло далеко? Как вас занесло далеко? И как вы в своем этой лжи завязли? Вам нужна помощь. Вам нужна помощь. Вам нужна помощь. Скорее всего, нужно вместо этих кладбищ на могиле. Это мертвые, им без разницы, они уже умерли. Вот живых надо подумать, скорее всего, надо в психиатрической больнице Азрань пару штук построить. Иначе вам не помочь. Вы уже далеко пошли. Видите, у меня сейчас нет вот это, даже голос пропал. Голос мой пропал. Вот такие дела. Вот такие печальные дела. Ролик очень я снял, как бы сказать. Половину нужно убрать оттуда, но, к сожалению, я не смогу ничего сделать, потому что я не умею вот этим. Я даже не стремлюсь вот этот фальшивить. Вот то, что я думаю, я вам сказал. Ваше, вы можете рассудить, вы можете. Но есть разумные вещи, я сказал. Если бы этого не делал, я бы об этом не говорил. Вот вы делаете, вы творите, вы стараетесь нас спровоцировать. Вот меня вы спровоцировали. Если это было бы правда, я бы, может быть, линк, вот мне понравился, вы поставили линк для правдоподобности. И говорит, я туда порядочно должен зайти и согласиться с вами, что это вы, это хотя бы 5% там правда. Нет, там 0,000% правда. Костлявую какую-то модель, внешним каким-то костлявым вид. Вот это Танзил Чабиев. Смотрите, косля, это сразу лицо овальное, круглое. Вот, все там очень бывает, скулы, это ямочки, это, знаете, это очень легко, это все просто нужно, когда и тело, вот костлявое тело, ножки какие костлявые, и вы хотите сказать, что это ария какая-то отдельно, и вы пришли злорадствовать под это, вот это. Эта фотография я вам показал сейчас, Танзил Чабиев, одно в одно. Вот эта фотография, вот внешний вид Танзил Чабиев. Вот теперь злорадствуйте. Пока-пока, с вами был Одинокий Джейсон. Скоро мы с вами попрощаемся, потому что я хочу заняться своим творчеством обратно. Это тяжелый труд, я не в состоянии все это выносить, все это рассказывать.
когда ты блогеры, чем они, блогеры, когда они все рассказывают. Я почему за приличие, за это, я знаю это, потому что если это не было бы со мной, даже в лагере, я помню, какой-то отец с красивой девушкой был, дочь у него красивая, очень красивая, я ее стройно, как это танцевался, был, такая прическа красивая. И вот он гордился своей дочерью, она как-то надела утром у нас завтрак, надела вот это платье, красивое платье, вот как у баварских, вот национально как-то на баварских лямками, платье с лямками. И вот это, конечно, у Танзилча юбка подлиннее, у нее покороче была. Но она молодая девушка, 20-летняя, 18-летняя, я не знаю, сколько ей лет. Да. И такие формы, это все красивые талии. Вы представляете, она что-то там было вот, на столе, она нагнулась, и все увидели трусы. Я тоже увидел трусы вот этой девушки. Войнахская девушка, она нагнулась, я не буду говорить, чья национальность, и нагнулась. И чеченцы это увидели, там стоят, они все увидели. Я-то сижу среди африканцев, и тоже все, потому что она красивая, она зашла, и все вот там сотни людей на нее смотрели. Она нагнулась, и трусы, некрасиво это говорит, но видно. Я просто приклеил лицо, думаю, я-то современный человек. Если отец разрешает, что я могу сказать? А эти чеченцы возмутились, пришли к этому отцу, он говорит, я ей, знаешь, что такое сказал отец? Я ей разрешаю, это моя дочь. Вот это философия, вы знаете, тонкая философия ваша. Вам все можно, а другие должны придерживаться. Вот вы можете оскорблять, вас нельзя ответ оскорблять. Ответ на ваш вот пакс нельзя указывать. Это вы нет, это вы неприкасаемая каста. Это армяне языческого происхождения, неважно, осетинские корни, неважно, русские у вас, казахские корни, неважно это. Это, если вы утверждаете нам, что мы кочевники, вот она, когда говорила про чеченцев, она оскорбительно, вот я вам тот раз показал, как она вот сказала, она не говорит, что они чеченцы, нет, они сами себя называют, У нас тоже в Европе присутствует паспорт, такая строка, когда этот полиция не может подтвердить, когда человек не может представить документ, подтверждающий свою национальную принадлежность, свою фамилию, они так и пишут. Сам себя называющий, примерно, там, Естигнеев, или Козлов, или Смирнов. И вот они называют сам себя, паспорт так и пишет, сам себя называющий Смирнов. И вот она вот решила, как это, без этого нельзя, нужно оскорбить чеченцев. Она говорит, они сами себя то называют нахчи, чачаны, вот это слово чачан. Где вы видели, что про чеченцев говорили чечан? Даже на русском языке нет такого понятия чачан. Это вы придумали, ингуши. Гангуши. Это вы придумали. Вот я скажу гангуши, это вам красиво? Вот это вот аморальное ваше поведение, и потом вы возбуждаете и призываете, ой, закройте рот этому парню. Мой интеллект очень далеко от вашего мышления, товарищи. Это я просто даже не готовлюсь. Это просто так сижу, вот захотел, кофе попил, думаю, надо ответить. Отвечаем. Может, проснется совесть, может, они потом не будут такое говорить, делать, подделывать. И мне не важно, чеченец, ингуш, это вот даже Танзил Шабек, ингушка, это касается мне. Потому что она войнахская, она сама говорит,
Мы ингуши только в войнах, вот эти чачан. Это не оскорбление, это кто вам сказал, что мы чачан? Чачан. Это типа такое, потом котельники. Не может богатство сравниться с нищетой. Блеск золота не может затмить очерствелые монеты, медь, алюминий. Вот видите, качество чеченцев, что у вас. Вот, вы не можете качественно нас взять, вот решили вот своей подлости, своей незрачности, своей аморальности, вот хотите. Да, у вас, может быть, да, успехи есть там. Вам же никто, они сказать, Совет ТЭПа молчит. Все, глава республики молчит. Все, главное, про нас коррупционеров никто не говорил. Вот поэтому все и ФСБ Ингушетии как будто бы все нормально. Это придумывать фейки, это преступление в российский уголовный кодекс, это преступление. Все, что угодно можно говорить, придумывать, рассказывать. Никто за руку вора не держит. Ой, я смотрю на эту девушку, мне сейчас изжога будет, надо прекратить это вещание. Ну, вот такое, я извиняюсь, конечно, за слишком эмоциональность, но это возмущает, это оскорбляет, если честно. Это оскорбляет. Как в этом русском пословице, или надень крестик, или одень штаны. Точно. Я немножко утрировал вот это. Это тоже то же самое. То же самое. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.